до начала следующего года мы соберем редкие сорта роз. Из административного центра в цветущую столицу, где розы станут символом обновления и точкой притяжения для всех, кто ценит красоту и гармонию природы. На совещании утверждают масштабный проект по преобразованию столицы Ингушетии. Уже в следующем году город украсит более 5000 кустов роз, что станет первым шагом к присвоению Магасу статуса города роз. Нужно открытое пространство для того, чтобы солнце попадало, правильно, Рашид? Да. Нам нужно определять такие места, не теневые. Решили почему? Во-первых, это, на мой взгляд, самые красивые цветы, многолетние цветы. Мы ежегодно тратимся на эти однолетки. Они и по уходу, мне кажется, да, лучше ухаживать, легче за розами. И придают такой эстетический вид. Инициатива, предложенная мэром Мусой Тимурзиевым, возникла после запуска республиканского конкурса «Фестиваль цветов» по инициативе главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Цель не просто озеленить улицы, а создать новый облик столицы, повысив ее туристическую привлекательность и качество жизни горожан. 300 сортов мы должны роз посадить разных. Каждой клумбе должна быть композиция по высоте, по цвету, чтобы все это сочеталось. Проект включает не только высадку растений. В планах разработка тематических прогулочных зон. Каждая клумба станет элементом живой галереи. В ближайшее время столичный зеленхоз планирует договориться с поставщиками из Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Будем подбирать разные сорта по росту, по сортам и по цветовой гамме будем подбирать, чтобы делать композиции. Охватим все общественные места города, в основном проспект Зязикова, Горчханова, Гагиева, Кулиева, Чахкиева, все аллеи города и парки. Этот проект не просто высадка цветов, уникальные композиции из роз, за которыми будут ухаживать опытные ландшафтные дизайнеры. Посадки по территориям, согласуем их с архитектурным отделом города. И уже схему посадки будем представлять в мэрии. И начнем готовить в этом году все площадки под посадку, вносить удобрения. Это роза, такое растение, которое требует обязательно подпитку удобрениями. Горожане и гости смогут прогуливаться по специальным маршрутам среди розариев. В будущем также планируются фестивали, посвященные цветочному искусству. Тамара Хшагульгова, Мухаммад Яндиев, Магас 24.